Выдержки из книги Идриса Абадиева «Нахчела. Формула небесной и подземной жизни». 1999 год. Назрань. Грузины называют чеченцев кистами. В недавнем прошлом кистами назывались только чеченцы. Иногда некоторые авторы под кистами подразумевают и ингушей. Но в исторических документах под кистами подразумевались только чеченцы. Если к тому еще учитывать, что ингушский народ сложился лишь в недалеком прошлом, в конце 19 и 20 веков, то под кистами более раннего времени, по нашему мнению, необходимо понимать чеченцев. Страница 133. То есть, в складывании грузинского народа в основном приняли участие два этнических компонента – пришлый квартвельский и местный чеченский народ. Страница 134. Среднеазиатские иранцы, положившие начало к складыванию ингушской нации, то есть, появляются на Кавказе только в конце 17 века. В дальнейшем складывании ингушской нации большую роль сыграли местные народы – чеченцы-нахчинцы, осетины, аланы. Страница 168. Все это показывает ингуши, пришлые на Кавказ, которые переняли чеченский язык. То, что ингушский язык имеет определенное сходство с чеченским языком, говорит о том, что ингуши в недавнем прошлом были в зависимости от чеченцев, а по некоторым полевым материалам ингуши платили дань чеченцам. Страница 171. По другим источникам, ингуши – это народ, сложившийся из смешения чеченцев, которые перестали соблюдать чеченский нахчела в полном объеме, с грузинами, осетинами, кабардинцами, кумыками, казаками и другие. Возможно, что топоним Галгайча происходит от этнонима Галга, от этнонима Галгасхи – казаки, при помощи топонимического суффикса чо. Страница 177. У чеченцев никогда не было князей, а над ингушами властвовали в определенные исторические периоды кабардинские и ногайские князья, кумыкские шамхалы. Страница 179. То есть ингуши – это народ, сложившийся из смешения чеченцев, которые перестали соблюдать чеченский нахчела в полном объеме с представителями других национальностей. Страница 197.